Вітаю, друзі! Дякую, що залишаєтесь з нами. В етері Суспільного програма «Тема Дня Криму». Сьогодні її для вас проведу я, ведуча Лариса Волошина. Сьогодні, 20 січня, відзначається 30-річна річниця референдуму про відновлення Кримської автономії. В цей день 1991 року більшість мешканців півострова висловилися за відновлення Кримської автономії, ліквідованої у 1945 році. Якраз після депортації кримськотатарського народу. На референдум прийшло 81 з лишком відсоток від загальної кількості виборців, які підтримали ідею автономії. Серед тих, хто підтримав цю ідею, було 93%. Але при цьому участь в референдумі взяло лише 3000 кримських татар. Більше того, новоутворена автономія аж ніяк не гарантувала права кримськотатарського народу і не піклувалася про відновлення інтересів цього корінного народу Криму. Тож більш докладно про те, чому автономія має такий дивний вигляд і чи можна щось зробити, щоб вона все ж таки відповідала духу і букві міжнародного права, ми поговоримо з нашим гостем. З нами на зв'язку Ескендер Барієв, голова Кримськотатарського ресурсного центру, член Меджлісу кримськотатарського народу. Вітаю вас, пане Ескендере. Добрий вечір. Я сьогодні зранку прочитала такий розлогий пост Рефата Чубарова, голови Меджлісу. Фактично він відтворив по пунктах всю цю історію. І він говорить про те, от я зачитую, що після того, як в 1987 році кримські татари почали виходити масово на акції протесту в Москві з вимогою повернення до Криму, з вимогою відновлення автономії, 9 липня 1987 року рішенням Політбюро ЦК КПРС була створена державна комісія під головуванням пана Громика, який через рік роботи повідомив про те, що комісія винесла рішення, в якому обґрунтовувалась неможливість і недоцільність як повернення кримських татар до Криму, так і відсутність будь-якої потреби перетворення Кримської області назад в Кримську автономію. Але буквально за дуже нетривалий час ідея автономії знову виникла. І от Рефат Чубаров пояснює це двома факторами. По-перше, він говорить про те, що попри це ганебне рішення комісії, кримські татари почали масово повертатися до Криму. Зупинити цей процес було вже неможливо. По-друге, говорить він, Україна на той момент, і про це теж говорив Громика, вже почала рухатися в бік незалежності. Набували популярності, набували ваги дисидентські, ба більше рухи, народний рух України. І от все це змусило Москву діяти на випередки. І от та створена автономія, якою ми її пам'ятаємо, фактично автономія, російська автономія, причому не етнічна російська автономія, а просто імперська російська автономія в складі України. Це таке намагання з одного боку запобігти відтворенню кримськотатарської автономії, а з іншого боку закласти міну під українську незалежність. Чи погоджуєтеся ви саме з цим трактуванням, що саме так і виглядала ситуація? Ну, на самом деле, Рефат Чубаров, он в том числе и участвовал в комиссии, и был официальным лицом, когда его ввели туда, и, соответственно, он как представитель крымско-татарского народа, который имел опыт работы в государственных органах Советского Союза, соответственно, участвовал в этой комиссии. Но я хочу идти немножко глубже и немного, скажем, поговорить о предпосылках вообще, почему стоит вопрос в Крыму относительно автономии. Потому что сегодня, к сожалению, по сегодняшний день и в украинском обществе бытуют разные мнения. Мол, достаточно, что была Крымская область и так далее. И вот, мы вспоминаем 1783 год, когда был незаконно аннексирован Крым царской России, соответственно, была уничтожена государственность крымских татар, Крымское ханство. На протяжении нескольких веков крымско-татарское национальное движение все-таки
пыталась и боролась за свои права. Первые предпосылки появились, когда в начале 20 века, когда пошли процессы, они революционные, я бы сказал бы, в советской историографии пишут о буржуазной революции и так далее. Вот тогда, в 1917 году, как раз начались процессы по созданию Крымской Народной Республики. И было декларировано, был собран первый Курултай. К сожалению, лидерами этого первого Курултая, они были в итоге, кто вынужден был выехать за пределы Крыма, кого убили. Кстати, Нуман Челебиджихан был зверски убит, и его держали в Севастопольской тюрьме, и, соответственно, потом после убийства, но если разная информация, выбросили в Черное море. Но при всем том ничего бесследно не проходит. И когда уже коммунисты полностью взяли контроль над Крымом, то, соответственно, сама политика коммунистической партии была направлена на то, что коммунистическая партия освобождает народы, которые находились под гнетом царской России. И кроме того, те предпосылки, которые были связаны с Крымской Народной Республикой, как раз они привели к тому, что в 1921 году была создана Крымская АССР. И ряд историков, ряд политологов пытаются доказать, что Крымская ССР никакого отношения не имела именно к республике, которая именно была связана по национальному признаку. На самом деле это неправда, потому что если мы даже возьмем малую энциклопедию Советского Союза от 1936 года, то там четко прописано, что Крымская ССР — это флаг, причем сам Ленин в свое время говорил, что это флаг для всего Востока об освобождении тюрко-мусульманского народа. В частности, речь была о крымских татарах. И государственными языками были крымско-татарский и русский, соответственно, даже символика использовалась крымско-татарская в том числе. Хотя флаг, который мы используем сегодня, он больше рассматривался как буржуазный. Далее, следующий посыл. После депортации 1944 года именно в связи с депортацией крымских татар была ликвидирована Крымская АССР, потому что нет коренного народа, то, соответственно, и не нужна там республика. И поэтому в июне 1945 года была ликвидирована Крымская АССР, и, соответственно, она стала областью в составе РСФСР. Но при всем том, оно не совсем соответствовало всем этим процессам. Ну и потом, конечно же, те процессы, которые были связаны с тем, что экономика Крыма была в ужасном состоянии, и, соответственно, было решение, чтобы Крымская область вошла в состав Украинской ССР. Всю эту историю, в принципе, мы знаем. Далее, говоря о предпосылках, то есть говорить о том, что только в 1987 году начались массовые акции, этого недостаточно. Ведь если мы даже возьмем 1965 год, когда на всесоюзном совещании инициативных групп Крымско-татарского национального движения был принят наказ народа, состоящий из 5 пунктов. И один из пунктов, и 2 важных пункта было — это возвращение на родину и восстановление Крымской АССР. Ну, понятно, что в составе украинского, в советские времена. Поэтому речь исключительно шла о восстановлении Крымской АССР. И в тот момент, я считаю, это было очень смелое заявление по тем временам, что речь была в последнем пункте сказано, что ни одно решение, которое принимается без согласования и учета крымско-татарского народа, крымско-татарским народом не принимается. На протяжении всех остальных лет с 1965 года национальное движение вело активную разъяснительную работу и с советской интеллигенцией, и с зарубежными журналистами, и с советскими депутатами и так далее. И таким образом сотни и сотни людей попадали в тюрьмы, попадали в психиатрические больницы. Но при всем том национальное движение продолжало вести работу. И, конечно, пик был в 1987 году. С чем он был связан? Он был связан с тем, когда 23 июля 1987
1987 года, я помню хорошо, потому что это день моего рождения, когда ТАСС Советского Союза сообщил о том, что якобы вот крымские татары требуют возвращения на родину, но они все-таки были причастны там, к предательству и так далее. И это действительно всколыхнуло крымских татар, и тогда массово крымские татары поехали в Москву и начали проводить митинги и знаменитые митинги на Красной площади. Кстати, были попытки в 60-х годах провести митинги, потому что крымско-татарское национальное движение, оно было самым организованным и самым массовым, и поэтому с крымско-татарским национальным движением пытались сотрудничать и диссиденты, и еврейское движение, и другие национальные движения, но более массовым, более организованным, конечно, было крымско-татарское национальное движение. И когда мы уже говорим о 1989 году, когда было принято постановление Верховного Совета СССР, и в рамках этого о том, что были незаконно обвинены крымские татары и немцы по Волжье, к этому постановлению были еще ряд дополнительных документов, в которых четко было обозначено, что политического восстановления прав крымско-татарского народа не может без восстановления Крымской ССР. И, соответственно, было даже поручено Украинской ССР рассмотреть вопрос о создании закона о Крымской ССР. И непосредственно начались в этом плане началась работа. Но, опять же, правильно речь идет о том, что началась подмена понятий. И понятно, что возвращение крымских татар уже было неизбежным. Массовое возвращение крымских татар началось в 1989 году. И, соответственно, нужно было обыграть эту ситуацию. И, конечно же, власти начали инициировать референдум, дабы проявить или показать позицию крымского населения в этом вопросе. Крымско-татарское национальное движение отказалось принимать участие в данном референдуме, потому что речь была о том, что большая часть крымских татар все-таки по это время находится непосредственно на территории депортации. Кроме того, крымские татары еще не прописаны, и многие не имеют возможности, скажем, им голосовать. Ну и кроме того, основной аргумент был, что Крымская ССР была ликвидирована в связи с депортацией, и когда речь идет о полном восстановлении прав крымских татар, то здесь не нужно проводить референдумы, а нужно, скажем, притворять решение Верховного Совета СССР в силу и в жизнь, вернее, и, соответственно, восстанавливать Крымскую ССР. И поэтому на тот момент крымско-татарское национальное движение не рекомендовало крымским татарам вообще участвовать в данном референдуме. Ну и, конечно же, мы видим следующие процессы, когда скажем, дальше начали подменивать эти все понятия, действительно заложилась мина замедленного действия. Когда в итоге в Крыму создали автономию, но автономию по территориальному признаку, что как раз-таки противоречит унитарности украинского государства, что как раз-таки дает предпосылки для ЛНР, ДНР и всяким таким бессарабским народным республикам. И поэтому как раз, на мой взгляд, Украина и украинский политический истеблишмент должны как можно быстрее разрешить данный вопрос, потому что в унитарном государстве может быть только национально-территориальная автономия в связи с тем, что на этой территории проживают непосредственно коренные народы, которые не имеют своей государственности. И поэтому, кстати, буквально на днях вчера проводили оккупанты круглый стол и даже телемост Крым-Москва, и они пытались связать референдум как раз 30-летней давности с референдумом 2014 года. Таким образом, они пытались заложить, они не сказали о тех предпосылках, о которых говорил я только что, но они пытались таким образом показать, что еще тогда уже закладывалась некая позиция некого крымского народа, которого не существует в природе. Есть крымское население, которое представлено разными
хорошими народами, я бы сказал бы так. Но крымский народ, чисто крымский, это крымские татары, караимы и крымчаки. Все остальные — это крымское население. И поэтому они пытаются связать параллели и дать политическую и историческую, я бы даже сказал бы, оценку как референдуму 2014 года как продолжающемуся политическому процессу. Причем участвовали как раз-таки в этой дискуссии те, которые на протяжении всех этих лет в Крыму пытались позиционироваться либо на достаточно высоких должностях, как Форманчук, к примеру, или как Петров, который был зампредседателя Рескомнадза на протяжении очень многих лет. И Форманчук, он был чуть ли не советником у каждого премьер-министра Совета министров Автономной Республики Крым. И вот мы видим, Мальгин, так он всегда писал фальсифицированную историографию Крыма. И поэтому здесь как раз-таки должна быть адекватная реакция. С одной стороны, академической среды Украины, которая должна четко обосновать и все-таки дать обоснование этим предпосылкам. С другой стороны, политического истеблишмента, что мы наконец в рамках Крымской платформы должны показать, что какая модель Крыма должна быть, и эта модель Крыма должна защитить права всех народов, ну и в том числе, или в первую очередь, коренных народов Крыма. И, конечно же, мы должны сегодня сделать все, чтобы вот такие манипуляции, которые проводят лжеисторики и политики оккупационной власти, они не могли притворяться в жизнь и не могли засталбливаться, в том числе и в головах не только крымчан, но и украинских граждан. К сожалению, ретрансляция в том числе пытается идти на территорию Украины. От, пане Ескандере, от ви вже згадали про те, який контекст подіям 30-річної давнини зараз надають окупанти. Ну, вони апелюють до того, що питання на референдумі звучало буквально так. Ви за відтворення Кримської автономної Радянської Соціалістичної Республіки як суб'єкта Союзу Радянських Соціалістичних Республік та учасника союзного договору. Вони апелюють, що це, мовляв, був референдум про незалежність Криму. Попри те, що насправді Крим як складова української держави був визнаний всіма міжнародними договорами, в тому числі і Російською Федерацією, от вони це так представляють. Я, до речі, питала в одному з інтерв'ю пана Леоніда Кравчука, тому що він був якраз представником Української Ради України, який приїхав до кримських парламентарів мовляти їх на цей референдум. Я питала його, що сталося, чому таке формулювання, чому він підтримав його. Він пояснював, що взагалі-то лобістом референдуму в Криму був відомий всім нам кримський політик Багров. І він з самого початку розглядав референдум як певний шлях до Росії, до входження в Російську Федерацію. Сьогодні ми говоримо про інше, про те, що якщо окупанти говорять, що референдум то є визнання незалежності Криму, хоча це не так. Незалежності від чого України як держави не було, ну божевілля якесь. Але всередині України є інша точка зору. А давайте створимо з цього, хай Крим буде областю, от хай він буде областю. Ви вже сказали про те, що кримська автономія в територіальному вигляді, вона створює прецедент, який, в принципі, робить можливим створення іншої територіальної автономії на території Донеччини або там Бессарабії, або ще щось. Але якщо це буде Кримська область, от в мене питання, а як в межах області, чи можливо в межах області, звичайної області, якимось чином гарантувати, підтримувати права корінного кримськотатарського народу, розвивати мову, розвивати культуру, як це взагалі, чи є такі механізми, чи їх взагалі нема?
Но если мы вообще рассмотрим, как вообще самоопределяются или какой опыт самоопределения есть и коренных народов, и ряда, скажем так, национальных меньшинств в ряде стран, ну, в первую очередь мы должны говорить о коренных народах, потому что декларация о праве коренных народов четко говорит, что право на самоопределение имеют именно коренные народы, потому что они не имеют другого материнского государства своего. И поэтому в данном случае, когда мы говорим просто об области, поверьте, это не перспективно, потому что тогда мы можем просто говорить о некой культурной автономии, где сосредоточены, скажем, компактно там условно крымские татары, крымчаки и караимы, и, соответственно, они могут в лучшем случае иметь там право на культурные мероприятия и образование. Но на самом деле этого недостаточно, и опять же мы наступаем на те же самые грабли. Ведь на самом деле, давайте вернемся снова к 1991 году. Ведь на самом деле, когда эти, скажем, горе-эксперты заявляют, что тогда был референдум за за Крым в составе Советского Союза, о субъектности Крыма, это неправильно, потому что, я еще раз повторю, было постановление Верховного Совета СССР. Это одно из самых, ну скажем так, в нормативном плане один из самых серьезных документов, которые нужно было исполнять. Кроме того, давайте мы проследим дальше. После референдума, референдум был в январе, а уже, по-моему, в апреле уже был закон о Крымской АССР в составе ОССР. Так. То есть, по сути дела, проблемы абсолютно никакой не было, потому что речь была о том, что Крымская АССР должна восстановиться в связи с возвращением обустройством крымских татар. Но вот эти как раз-таки политики, и Багров, он был на тот момент и политиком, и попозже он уже ушел в университет, то он как раз-таки и заигрывал в том, чтобы таким образом просто не дать возможность восстановить политические права коренного крымско-татарского народа, который возвращался на родину. Они видели, что процесс неизбежен, они видели, что ситуация будет все равно возвращаться, и крымские татары будут жестко ставить вопрос о восстановлении Крымской ССР, то, соответственно, начали обыгрывать. Другой вопрос, что уже в годы независимости Украины, потому что в январе, я думаю, многие советские граждане еще даже и подумать не могли, что в 1991 году развалится Советский Союз ближе к ноябрю, к декабрю месяцу. И поэтому вот здесь как раз-таки речь идет, что тогда абсолютно не было никакой речи, что Крым будет отдельным субъектом СССР. Изначально и четко говорилось, и этот закон подтверждает, что он должен быть в составе Украинской ССР, то есть современной Украины. И данные вещи начали обыгрываться непосредственно уже в независимой Украине в 90-е годы. Потому что, с одной стороны, если помните, в 1994 году были попытки, в том числе, это события 1992 года, 1993 года, 1994, были попытки, опять же, отсоединения Крыма от Украины. И тогда смогли сдержать. Там есть очень много и статей, и информации об этом. И помните, когда была там и президентская власть, все эти процессы шли. С другой стороны, мы увидели, что Украина тогда, политический истеблишмент Украины подыграл крымскому политическому истеблишменту, который не хотел отдавать возможности реализоваться крымским татарам, и поэтому автономию начали переигрывать по территориальному признаку и пытаться объяснять, что якобы Крымская ССР, она не была по национальному признаку. И поэтому все эти даже долгие годы на независимой Украине продолжались эти споры, они есть и сейчас. Но мы видим, как искусно и умело это используют, скажем, прооккупационные политики и эксперты, Мальгины, там, Форманчуки и так далее. И с другой стороны, насколько у нас политический истеблишмент и эксперты до сих пор не могут созреть к тому,
что нам нужно сегодня системно работать над укреплением унитарности Украины, раз, над обеспечением прав коренных народов, в том числе и права на самоопределение, это два, над восстановлением исторической справедливости, это три, и таким образом над поднятием имиджа украинского государства, это четыре, и пятое, самое главное, это посыл нашим гражданам в Крыму о том, что именно только в составе Украины они будут обеспечены коллективными правами и правами человека. Ну, пане Іскандере, ми маємо закінчувати. Я хочу задати вам ще одне питання, якщо можна, коротка відповідь. Тому що те, про що ви говорите, це перетлумачення історії. Воно, ну, по-перше, воно полягає в тому, що тоді все, що робилося в Криму, воно робилося зі страху і небажання допустити до своєї землі кримських татар. А сьогодні це говориться про те, що, мовляв, ми вже тоді відчували себе в складі Росії. Це неправда, абсолютно неправда. По-друге, ми говоримо про те, що ці права корінного народу – це дуже важливий момент. Тому що от в моєму ефірі Наталя Беліцер пояснювала, що відома правниця і відома експертка, вона говорила, що коли Україна визнала кримсько-татарський народ корінним народом Криму, а Меджліс і Курултай представницькими органами корінного народу, Україна взяла на себе певні зобов'язання по гарантуванню прав. І серед цих зобов'язань в тому числі і забезпечення права на самовизначення на своїй землі. Чи є механізми у кримсько-татарського народу для того, щоб все ж таки домогтися цього права без урахування всіх цих дивацтв в голові політиків, активістів, пропагандистів і інших людей, які чомусь 30 років впливають на ситуацію? Но здесь однозначно я хочу сказать о том, что позиция коренного народа, она была изначально и четкой. И я не случайно вспомнил 1965 год, где еще во времена Советского Союза, во времена тоталитарного коммунистического режима были четко заявленные цели и задачи. А теперь, что касается в настоящее время. У нас есть совместные интересы у крымских татар и украинцев. С одной стороны, у украинцев восстановить вид целостности Украины, и это поддерживают крымские татары, потому что крымские татары по сегодняшний день находятся на стадии войны с 1783 года с Российской Федерацией. И это дает определенную субъектность и, в первую очередь, право Украине на территорию Крыма. И, во-вторых, это дает возможность крымским татарам иметь базу, то есть в виде Украины, когда крымские татары смогут обеспечить свои коллективные права. А все, что остальное, все, что вот эти процессы происходят, поверьте, они в том числе и влияют и на экспертов, и на политиков. И я не исключаю, что завтра опять же Россия начнет заигрывать над тем, чтобы попытаться заявить о том, что все-таки крымские татары являются субъектообразующим народом так называемой Крымской республикой. Вот чего я больше всего боюсь. Потому что сегодня украинский политический истеблишмент должен опередить и четко показать, что Украина демократическое правовое государство и заботится о коренном народе. Дякую, дякую, пане Іскандере. З нами був Іскандер Барієв, член Меджлісу кримсько-татарського народу, голова Кримсько-татарського ресурсного центру. Від себе я можу додати, що спостерігаючи наслідки створення територіальної автономії, територіальної імперської автономії, в Криму можна було побачити, як люди, які мають українське етнічне походження і умовно визнають свою українську приналежність, згодом почали говорити: ну, ми тут всі росіяни. Оце розмивання етнічних, національних меж, оце таке сприяння до того, щоб створювати манкурдів з вільних громадян. Все це було закладено тоді, в 91-му році, саме цією підміною навколо автономії, про яку зараз ми говорили в ефірі з нашим гостем. Ну що ж, я на цьому з вами прощаюся. Цю програму для вас провела Лариса Волошина, і будемо сподіватися, що цей вузол, який зав'язали для нас нечистоплотні політики, він колись буде розв'язаний на користь корінного народу Криму. На все добре, друзі.